Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Борис Донайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу о двух очень важных мероприятиях. Одно состоялось вчера в Москве, а сегодня по ВКС принял участие в заседании, которое проводил президент страны Владимир Владимирович Путин. И совещание это напрямую касалось республики, потому что речь шла о развитии арктических территорий. Для республики Коми это направление является стратегическим, поскольку 4 наших территории, вы их все уже знаете, еще раз напомню, Воркута, Инта, Устинск и Усть-Цильма относятся к сухопутным арктическим территориям. И что очень важно, президент сегодня сделал акцент на том, что никакие сроки, особенно по строительству инфраструктуры, это сады, школы, медицинские учреждения, они должны идти в сроки и идти даже с опережением. Ну и особенно обратил президент внимание на то, что все стройки, все производственные мощности должны своевременно обеспечиваться сырьем, материалами. И на этом он особо подчеркнул внимание, должны сегодня сосредоточить работу свою губернаторы и правительство территорий. Политика недружественных стран привела уже, и подчеркнул об этом президент, еще более усугубит энергетический, экономический кризис в Европе и в США. И при этом нам, России, это дает новые возможности. Мы можем и будем поставлять энергоресурсы за рубеж, но как раз для этого нам необходимо оперативно проработать альтернативные варианты транспортной логистики. И в этой связи президент отдельно подчеркнул значимость строительства железнодорожного северного широтного хода. И это тоже для нас очень важно. Причем он подчеркнул, что строительство этого северного широтного хода должно начаться в этом году. Ну и отдельно президент коснулся и очень много уделил внимания Северному морскому пути. Для нас это тоже очень важно. Это я расскажу во второй своей части. Но тем не менее, Северный морской путь президент дал основные точки роста. Это развитие ледокольного флота и судов ледокольного класса, которые должны как раз перевозить все те грузы, которые сегодня точно совершенно должны найти свою новую логистику. Ну и что еще очень важно в части улучшения качества жизни для людей, проживающих в арктической зоне, и что легло в основу наших предложений от республики в наш план стратегического развития до 2027 года, это, конечно же, вопрос переселения граждан в более благоприятные климатические условия в пределах республики, установление специальных коэффициентов и надбавок к зарплатам для работников в арктической зоне, а также досрочный выход на пенсию, получение льготных условий при ипотеке, при переселении в более благоприятные по климату районы, специальные механизмы межбюджетных трансфертов на строительство социальных объектов, обеспечение жителей Арктики, в том числе коренных малочисленных народов, средствами связи и сетью интернет, и компенсация расходов на доставку продуктов и предметов первой необходимости, особенно в периоды, когда идет ледостав или ледоход. А зачастую у нас на территории это достигает иногда от 2 и 3 месяцев. Теперь перехожу к второй части, вернее, ко вчерашнему событию. Вчера в Москве на площадке РСПП мы подписали очень важное, стратегически важное соглашение по созданию мегапроекта. В чем этот мегапроект? Ну, во-первых, это строительство и создание кластер по добыче титановых руд
и логистический ход по доставке как раз вот к Северному морскому пути. Давно уже я об этом говорил, и это известная история. Новая железнодорожная магистраль Сосногорск-Индиго, глубоководный порт. Как раз этот порт Индиго должен точно так же встать в систему портов по Северному морскому пути. Мы подписали вчера это соглашение, подписывали его я, губернатор НАО и те руководители консорциумов, которые напрямую будут участвовать как раз в финансировании и в сопровождении этого мегапроекта. Это Руститан, поскольку, вот я повторяю, горный кластер как раз по добыче титановых руд. Это инфраструктурная компания АИОН и компания Инфрабэп. Вот хочу еще раз подчеркнуть, что для нас почему очень важно именно вот это направление, ну потому что из 560 километров железной дороги Сосногорск-Индиго 2/3 пройдет железнодорожного полотна по территории республики. А это, безусловно, новое развитие и создание рабочих мест, это создание инфраструктуры, связанной с обеспечением и прохождением грузов, ремонтов локомотивов и так далее. Поэтому это, конечно, новые рабочие места, в том числе и высокотехнологичные рабочие места. Точно совершенно проект вот горного кластера по добыче титановых руд еще и дополнительные, очень существенные объемы в бюджет республики. Но только сегодня по расчетам Руститана порядка 75 миллиардов это будет выручка компании в год. Понятно, что объем средств, которые будут поступать в доходы республики от доходов компании, тоже очень значительные. Ну и по эпидобстановке за сутки мы немножко выросли, ну, можно сказать, чуть-чуть больше, чем немножко. Вчера у нас было 89 случаев за сутки, а сегодня мы сразу подскочили до 105. Но будем наблюдать за тенденцией, она у нас такая, вот имеет такую кривую подъем, спад, ну вот будем смотреть, что будет завтра и в последующие дни. Пока это нельзя сказать, что это тенденция к какому-то росту. В основном на первом месте у нас города, основные Сыктывкар, Ухта, ну и Усинск добавил тоже вот в эту копилку. Но, тем не менее, все-таки это еще достаточно такие невысокие цифры, и еще, повторяю, они какой-то тревоги не внушают. По коечному фонду мы продолжаем коечный фонд сокращать, для того, чтобы лишние койки у нас не простаивали. Закрыли 15 коек, поэтому на сегодняшний день развернуто 435 на 279 занятых. Вчера у нас было больше занятых, 290, ну и, в общем, смотрим тоже за тенденцией по коечному фонду. На сегодняшний день у меня вся информация, уважаемые жители республики. Всего вам самого доброго, берегите друг друга, будьте здоровы, до следующей встречи.